Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире АЛЛАТО-24. Программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Конституционный закон о выборах президента и депутатов Джугурку-Кенеша принят парламентом. Закон, инициированный президентом Садыром Джапаровым, предлагает отказаться от практики партийных выборов и перейти к смешанной системе. Согласно новой конституции, в парламенте будет 90 депутатов, 36 из которых будут избраны по одномандатным округам, а остальные 54 по партийным спискам. О других нововведениях на предстоящих выборах мы поговорим с членом ЦИКа Кайратом Адамкалиевичем Маматовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем закон о выборах президента и депутатов Джугурку-Кенеша, принятый парламентом. Итак, он был принят в связи с принятием новой конституции, и было решено, что впервые будет применяться практика избрания депутатов Джугурку-Кенеша по смешанной избирательной системе. Что это значит? Ну, я бы хотел, во-первых, отметить, что от рабочей группы вообще было предложено два варианта, и президентом был выбран вариант по смешанной системе и предложен нашему парламенту. Изначально он предусматривал 35 одномандатных округов и 55 по партийной системе, то есть одномандатные это округа у нас по количеству где-то в среднем по 100 тысяч избирателей, чтобы было в одном округе, а по партийной системе, как у нас по действующей норме, значит, рабочая группа и в проекте предлагалось, что будет голосование по старой системе. Но вот, во втором чтении Джугурку-Кенеш уже принял поправки и предложил уже преференциальную систему. То есть на сегодняшний день мы имеем 36 одномандатных округов и 54 мандата по партийной системе, но с открытыми списками. Что это значит? Это значит, что наш избиратель может выбрать как саму политическую партию, так и самого кандидата уже в списке политической партии. Скажите, пожалуйста, на что направлена эта система прежде всего? Система, значит, ну, первое было якобы требование от общественности по снижению количества депутатов парламента, это 90. А вообще отход от партийной системы, это вот то, что в последнее время были дискуссии о том, что якобы политические партии узурпировали власть и являются закрытыми или открытыми акционерными обществами, которые сами решают не только сами депутаты, члены партии, а только лидеры партии. Поэтому вот была предложена эта смешанная система, чтобы были независимые депутаты у нас. Ну, вы сначала сказали, что в первом чтении депутаты Джугурку-Кенеша отказались именно от преференциальной системы голосования, но в конечном итоге они пришли к решению принять именно эту преференциальную систему, хотя многие эксперты отмечают, что это усложнит ход голосования, но с другой стороны это будет усовершенствовать выборное законодательство, так ли это? Система, конечно, вызвала очень много споров и вопросов. Председатель Центральной избирательной комиссии, как докладчик законопроекта, отметила на заседании парламента все эти риски. То есть здесь вот, если мы бы пошли по системе, вот, предложенной в первоначальном проекте, то есть по смешанной системе, у нас по одномандатникам программа техническое обеспечение 100% было готово. И по партийной системе. Преференциальная система подразумевает, что нам нужно будет немного времени для доработки программы, чтобы мы могли видеть те же самые предварительные результаты, как с 2015 года мы видим через АСУ наши. Поэтому нам будет необходимо немного времени для доработки программы, как только закон будет у нас уже подписан. И я бы тоже хотел отметить здесь риски того, что сложность при подсчете. То есть и как при голосовании, сами избиратели приходят на участок, он будет голосовать за, скажем, своего депутата по округу. Это же два бюллетеня же. Один бюллетень, а второй бюллетень по партийной системе. То есть он должен там уже выбрать как партию, так и уже выбрать самого кандидата. То есть если 54 у нас кандидата идет, то для каждой партии предоставляется 54 номера для списка кандидатов. То есть сам избиратель должен сначала запомнить саму политическую партию, запомнить номер его кандидата.
и при подсчете уйдет больше времени для подсчитывания. Ну, я думаю, что программное техническое обеспечение Центральной избирательной комиссии будет в ближайшее время доработано, если вот закон примется, и мы уже в этом направлении продолжим нашу работу. Скажите, пожалуйста, какое количество примерно кандидатов, получается, будет участвовать вот в этой предвыборной гонке? Если от каждой партии, да, 54. По практике прошлых лет, вот, я думаю, 20 партий плюс-минус будут участвовать, потому что сильные кандидаты, лидеры партий, некоторые уйдут, наверное, в одномандатные округа. И здесь уже возможно, что будут, конечно, новые партии, но я думаю, где-то плюс-минус 20 партий будут участвовать. И по 54 кандидата, это вот где-то примерно, ну, думаю, где-то полтора тысячи, 2000 кандидатов будет. Итак, а как планируется провести ход голосования? Ход голосования, вот фактически это будут двойные выборы, то есть на участке будут использованы два СУ, у нас два разных списка, потому что списки по одномандатным округам будут именно включены только жители местного сообщества, а по единому округу там у нас есть специальная категория избирателей, поэтому у нас будет два разных списка. Они будут практически похожи, но вот, скажем, с военнослужащими, там у нас есть военнослужащие, другие категории, содержащиеся, скажем, во временных изоляторах люди, больные в больницах, которые вот они будут по другому списку голосовать у нас, то есть по единому округу. Нет, я имею в виду, что вот каждому человеку, который придет на выборы, ему предоставят два бюллетеня. Да, два бюллетеня. Один сложный, а другой простой. Вот здесь как понимать? Один бюллетень, он будет вот именно по одномандатному округу, там будут просто фамилии. Вот у нас в военных, конечно же, голосование, когда идет, у нас тоже идет же по одномандатным округам. Там будут фамилии, то есть сначала сам избиратель выбирает по одномандатному округу. Там это будет 36 фамилий? Не 36 фамилий. 36 у нас округов, это предусматривает у нас 3 600 000 избирателей. Они у нас поделены будут в среднем на один округ по 100 000 избирателей. Один округ включает. Нет, я имею в виду в бюллетене 36 фамилий. Нет, не 36 фамилий. В бюллетене сколько выдвинется кандидатов, столько и будет. Может 5, может 10, может 15, может 30 и 40 может быть. Это, то есть в этом округе сколько выдвинется. Округ, он у нас, сейчас вот у нас рабочая комиссия, уже рабочая межведомственная комиссия ПРИЦИК, она работает уже вторую неделю. Практически уже свою работу она завершила. Там учитывалось географическое положение по районам деления и по количеству наших избирателей. На один округ 100 000 избирателей. То есть где-то, вот, скажем, город Бишкек у нас, если 426 000 избирателей, примерно мы поделили по 100 000, где-то плюс-минус. Закон нам позволяет минус 20 000, плюс 20 000, то есть от 80 000 до 120 000 избирателей. Смотря вот по географическому положению, по удобности, вот, по районам деления, не выходя за черты наших областей. И здесь вот в Бишкеке, например, скажем, у нас 4 у нас будет округа. Знаешь, по каждому округу сколько кандидатов выдвинется, столько и выдвинется. Но там будут уже конкретные фамилии наших кандидатов. А по преференциальной системе, также вот как раньше было наименование партии, но внизу бюллетеня еще будут находиться номера кандидатов. То есть наш избиратель уже выбирает политическую партию и выбирает уже номер кандидата. То есть получается формирование у нас будет 36 одномандатных, это депутаты будут избранные. Там новшество, вот, если раньше в 2000-х годах, вот, когда применялась такая система, там был второй тур, был обязательно надо было, чтобы с первого тура кандидат набрал более 50% голосов, 50 плюс 1. То сейчас в предлагаемой норме с первого тура проходит кандидат, который набирает наибольшее количество голосов. С первого тура. Второго тура у нас практически не будет. Но если, скажем, до окончания срока действия депутатского мандата, уже, если, скажем, по каким-то причинам депутат выйдет из депутатского корпуса по одномандатному округу, то здесь предусматривается проведение новых повторных выборов. То есть там второго места, третьего места как такого, как раньше, не будет.
А по партийной системе здесь остается так вот. Значит, за партию отдельно считается голоса для преодоления 5% порога. 5% порога. Второй момент, мы будем подсчитывать. Список будет меняться после дня голосования, потому сколько кандидатов, сколько голосов взяли. Скажем, 54-й номер может оказаться первым номером. И здесь будет уже сам избиратель выбирать. И здесь преимущество по партийному списку, я сам вот лично вижу, в том, что если сам кандидат очень популярен по всей стране, то он набирает голоса по всей стране. То есть за него могут голосовать как в Бишкеке, так могут голосовать и в Нарынской области, в Волжской области, Баткенской Это то, что области. касается по партийным спискам? Да. То есть там уже выбирается конкретный кандидат, выбирается. Поэтому список будет после дня голосования меняться по тому, как проголосует наш избиратель. И здесь уже будет видно четко преимущество, сколько кандидат и по одномандатным округам, сколько кандидат там набрал голосов, и по партийной системе. То есть сколько кандидат возьмет, они будут располагаться в списке уже фракций. А где предполагается разместить на избирательном участке фамилии кандидатов, которые будут участвовать в выборах по партийным спискам? Конечно, мы будем проводить информационную кампанию, конечно, для избирателя сейчас, может быть, кто первый раз слышит, это очень сложно воспринимается, конечно. Есть мнение, что говорят, может быть, надо было сделать полностью одномандатных, может быть, 90 округов, или наоборот сделать по партийной системе, по преференциальной системе. Очень много споров, конечно, вызывает в обществе и противоречий. Ну, я думаю, если закон в такой форме останется, вот именно по голосованию, я думаю, Центральная избирательная комиссия справится со своей функцией, и мы проведем выборы. И здесь по подсчету, именно по подсчету, просто времени больше уйдет для подсчета. Ну, наши избирательные комиссии уже опытные, мы в этом году проходили, так скажем, двойные выборы, то есть когда голосование было по выборам и голосование было по референдуму. Вот. И система потом, наверное, покажет, наверное, уже после дня голосования, наверное, уже и по работе нашего парламента, насколько она эффективная. То есть для этого нужно время. А что вы сейчас делаете, чтобы изменить систему ОСУ? Кто над этим работает? Наши техники над этим уже работают. Вот после принятия закона нашим парламентом, то есть уже работа с государственными органами проводится, то есть при поддержке наших госорганов. Также вот хотел бы отметить Министерство цифрового развития. Вот, они нам помогают, потому что государственная регистрационная служба фактически сейчас находится в структуре именно Министерства цифровизации. И оттуда идет вот именно поддержка по технической части. Расскажите, пожалуйста, как будут выдвигаться кандидаты по округам? По округам, значит, по одномандатным округам могут выдвигаться как от политической партии, так и могут быть самовыдвиженцы. То есть там нужно будет собрать необходимое количество голосов, скажем, или политическая партия выдвигает, представляет кандидата, или более 100 голосов, если, скажем, при общем собрании именно местного сообщества можно выдвинуть кандидата. Что из себя представляет округ? Округ из себя представляет, вот, как я уже выше отметил, количество наших избирателей около 100 тысяч избирателей. Это плюс-минус нам дается люфт от минус 20 тысяч, плюс 20 тысяч. То есть в зависимости от географического положения района. Вот, скажем, если возьмем вот Пачуйскую область, вот мы же Бишкек до этого, я же сказал, что вот 426 тысяч избирателей мы поделили на 4 округа по 4 районам. Здесь у нас вообще идеально получилось. Вот, также вот и в других тоже областях, вот Баткен поделили, на 3 округа поделили, там около 300 тысяч избирателей по 100 тысяч. Где-то плюс-минус с каких-то районов некоторые УИКи ушли в другие районы. Но за основу мы брали вот именно целостность района, потому что до этого у нас уже сформированные есть уже ТИКи, которые неоднократные выборы проводили, опытные они. Вот. Поэтому из составов ТИКов мы будем уже создавать окружные избирательные комиссии для округов, именно из опытных членов.
И вот по Чуйской области, да, вот, скажем, вот, Кемин, Чуй, Токмок, они составляют около 100 тысяч. Это вот один округ. Скатинский район, он целостным остался. Алабинский район, Соколовский район тоже. Вот даже часть Соколовского района, некоторые участки, они переходят в Московский район. Вот, и Панфиловский, и Чайский вместе. Вот, в Чуйской области 6 мандатов получилось. Поэтому вот, там плюс-минус где-то от 80 тысяч, где-то от 86 тысяч, 87 тысяч, где-то 100 тысяч получается, где-то чуть больше 100 тысяч. Ну, в среднем, вот, так как у нас 3 миллиона 600 тысяч избирателей примерно, вот, на 36 округов они примерно получились по 100 тысяч. Получается, что один округ, жители одного округа будут голосовать именно за своих кандидатов, да, выдвинутых да, в вот этом именно округе. в этом округе, да. Но ограничений по законодательству нету. Там не обязательно, чтобы выдвигался член местного сообщества, то есть имеется в виду с пропиской. Любой кандидат имеет право пойти в любой округ, выставить свою кандидатуру, если у него есть поддержка местного электората, имеет полное право вот, выдвинуться и выставить свою кандидатуру. А в чем вот плюсы и минусы подобного выдвижения и голосования именно по округам? Плюсы есть, как плюсы, есть так и минусы. Вот лично мое мнение, как и обсуждается в обществе, это вот именно независимые депутаты. То есть, они могут выдвинуться сами без политической партии. Раньше по действующей системе, даже вот по системе, скажем, вот среднего звена, выборы, недавно прошедшие выборы и повторные выборы в наших городах, они прошли по партийной системе. По старой системе, которая была принята в 2011 и подкорректирована в 2012 году. Там вот кандидат при желании сам не мог просто так выдвинуться. Он вынужденно должен был создавать или партию с соратниками, или идти в чью-то партию под какие-то условия. Условия мы слышали разные были за это время. Кто-то с деньгами должен был зайти, кто-то своим авторитетом, с электоратом своим должен был зайти. Здесь одномандатникам предоставляется вот плюс большой, я вижу в том, что есть у него, скажем, авторитет и свой электорат в данном регионе или в этом округе. Он может выдвинуться сам без поддержки политической партии или зависимости политической партии, без зависимости от лидеров политической партии или скажем, политического совета, и уже дальше осуществлять свою деятельность в рамках законодательства уже как независимый депутат. По партийной системе там все равно, чтобы вот эта система 55 мандатов осталось по партийной системе в предложенном проекте нашим президентом, это подразумевало то, чтобы сохранить партийную систему, чтобы для дальнейшего развития, чтобы не отойти полностью от развития партийной системы, чтобы она дальше развивалась. Но я вот вижу лично сам риски по голосованию по преференциальной системе, по открытым. Это очень хорошая система. Она в мировой практике, она применялась, конечно, первый раз, когда она применялась, она вызывает многие споры, тоже сомнения. Какие-то страны применяли, потом отходили от этой практики. Ну, раз уже депутаты Джохор Кеңеша приняли этот законопроект, я считаю, что если он будет подписан президентом, то а почему бы нет бы посмотреть по этой системе. То есть мы увидим, например, лично для меня интересно увидеть рейтинг каждого депутата. То есть по одномандатному у нас будет виден и по преференциальной системе. То есть даже лидеры партии на сегодняшний день могут не войти в состав Джохор Кеңеша. Вот если он даже будет номер один, будет, скажем, энная партия возьмет 5 мандатов или 10 мандатов возьмет, а лидер партии, скажем, может быть, основатель партии, может у него рейтинг быть ниже, чем у кандидатов. И он окажется там за десятку, 15-м, 16-м. И потому что уже Центр избирком сам будет формировать по итогам голосования именно по рейтингу кандидатов. Первое место там набрал, скажем, 15 тысяч, второе место 14 тысяч, 13 тысяч, уже это уже работа Центра избиркома будет. То есть партийная там зависимость, что кто-то должен досрочно выйти, там, изменения, там, еще какие-то там. И я бы хотел отметить риски того, что при голосовании, конечно, в законопроекте и ранее было, вот, и в законе тоже была видна норма по сохранению гендерных квот. Вот.
30% квотирование сохраняется в законопроекте, но есть риски, если, скажем, за женщин кандидатов не проголосуют, то они могут оказаться в разных, в конце списка. То есть женщины будут соревноваться между собой? Да, женщины между собой Это соревнуются, как? кстати, потому что это квотирование идет, например, если партия набирает 10 мандатов, распределение идет сначала среди женщин-депутатов. То есть минимум 30, это получается это каждое третье, шестое, девятое место резервируется за женщинами. Вот. Ну, здесь вот закон вообще идеально невозможно вот прописать. Просто вчера только на заседании Центральной избирательной комиссии мы рассматривали очень сложный вопрос, когда Волжская ТИК без уведомления Центральной избирательной комиссии приняла решение о выводе почти 69 или 70 у нас женщин-кандидатов из списка двух политических партий в городе Ош. То есть они сначала вывели женщин, потом принимают решение о передаче вакантного мандата, когда уходит женщина, уже действующий депутат, а передавать некому сзади. Там получается, как будто там женщин и не было. То есть и вчера предлагали передать мужчинам депутатам. Конечно, если по собственному желанию там кто-то выходит, это право самого человека. Там может хоть женщина, хоть мужчина могут выйти. Но массовый выход вчера вызвал большие сомнения у всех членов Центральной избирательной комиссии. Поэтому мы этот вопрос отложили. Посмотреть, может, какие-то недоработки есть в законодательстве, потому что у нас было все прописано по процедуре при выдвижении до дня голосования, после дня голосования по формированию кеңеша, вот все городские кеңеши, чтобы это квотирование сохранялось. Конечно, после дня голосования там решили 11 июля, если повторные выборы прошли, то решение партии было 14 июля, 15 июля уже ТИК утверждает и хранит до 20 августа это решение, и нам представляет перед днем голосования на рассмотрение Центральной избирательной комиссии совместно с передачей вакантных мандатов. Якобы. Поэтому мы эти все решения приостановили. Юридические решения территориальных избирательных комиссий, если они не утверждены или не отменены Центральной избирательной комиссией, они не имеют юридической силы. Поэтому мы решили разобраться в таком, скажем, важном вопросе по сохранению законности. Я вот хотел бы отметить именно по сохранению законности. И здесь вот по преференциальной системе, видите, здесь получается спор, конечно, будет. Я риски эти обозначал и буду обозначать, что, конечно, мужчина, скажем, кандидат, который набрал 5000 голосов или 7000 голосов, а женщина, депутат 500 голосов. Конечно, там разница будет, он будет говорить, почему, говорит, она будет депутатом, а я не буду депутатом. То есть, видите, здесь такой тоже есть спорный момент. Мы, конечно, вот это квотирование, она в 2019 году очень тяжело тогда входила при поддержке именно госорганов, самого государства, и власти, и общества, когда мы даже сами должны все понимать, что нужно все-таки сохранять законность. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот сейчас лидеры партий, они пересмотрят свой партийный список? Вы сказали, что не факт, что лидер партии или тот, кто вошел в первую десятку, будут представлять интересы этой партии в парламенте, а может оказаться человек, который находится на 54-м месте, да. но у него могут быть разные, допустим, профессиональные компетенции, лидерские качества и так далее. Вот будут ли партии сейчас менять вот эти списки? Ну, список выдвинутый. И делать отбор качественный. В любом случае, сейчас, когда лидеры политической партии или политсовета будут формировать список до съезда, на съезде, конечно, они будут в первую очередь смотреть, чтобы партия прошла 5% порог. Лично мое мнение, вот, может быть, мои коллеги не согласятся, но я считаю, что вот, лучше было бы принять вот, изменения, прошлогодние изменения по 3% порогу. Потому что все-таки это снизит накал при прохождении в день голосования, после дня голосования, что
дается возможность для прохождения большим политическим партиям, большим политическим силам для прохождения в парламент. Я считаю, что дискуссия и все вот споры должны проходить в законном русле лучше в парламенте, чем на улице, потому что мы знаем, к чему это приводит. Поэтому, если даже в будущем будут какие-то, скажем, изменения после подписания закона, я считаю, ничего здесь страшного нету, какие-то там могут быть изменения. Но по списку получилось так, вот то, что сегодня Джогурку Кенеш принял, может быть, лидеры партии это поздно поняли, может быть, потому что сейчас вот я слышу, что обсуждается мнение, что может быть что-то нужно изменить и оставить вот по старой системе 54 мандата по закрытым спискам, а там уже внутри партии определять, уже кто остается, кто не остается уже по этому жесткому списку. Большое вам спасибо за ваши ответы, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что в студии был член Центра избиркома Кайрат Адамгалиевич Маматов. Мы обсуждали смешанную избирательную систему, которую будут применять на предстоящих выборах Джугурку Кенеша. Оставайтесь на Алтау 24. Всего доброго.